Люди говорят, Константин Петрович, что Молдову ждут протесты. Так ли это? Это сказки. Какие протесты? Какие протесты? После выборов. Если разрыв достаточно существенный. Разрыв. Майя Санду выиграла и в Молдове, не только в Европе, не только за счет диаспоры. Нет, в Молдове процент Стояногла выше, чем процент голосов, отданных за Майю. Еще один момент, который придает очень большое значение. Вот Стояногла. Скорее всего, протестное голосование было. Кто недоволен был нынешней власти, голосовали за Стояногла, не зная, кто такой Стояногла, как и не зная, кто такой наш Башкан. Поэтому он совершенно случайный человек оказался. Простите, но человек, который никогда нигде не себя не проявил. Я бы не сказала, что это совершенно случайный человек для Гагаузии, потому что в Гагаузии знают Александра Стояногла, как минимум потому, что трижды Александр Ильич Стояногла выдвигался в Башканы. Один только вопрос, что когда Александр, мне всегда было очень жаль, что тогда, когда Александр Ильич выдвигался в Башканы, и тогда он был достаточно достойной кандидатурой для кандидатуры в Башканы Гагаузии, и Гагаузия не голосовала. Почему не голосовала? Почему не голосовала? Почему он не выиграл? Вот и обидно. Я думаю, почему же сейчас 97% с лишним отдали голоса за Александра Ильича Стояногла, а тогда трижды, предлагая свою кандидатуру на должность Башкана, гагаузы не поддержали. Но из тех кандидатур, что были тогда, это была достойная кандидатура. Екатерина Федоровна, значит, кроме того, что он прокурор, надо быть личностью. Вот Кройтер – личность. Дмитрий Кройтер – это личность. Мы с ним поработали. Значит, мы собирались с ним серьезно дальше работать. Но просто вы не работали со Стояногла, наверное. Поэтому... Стояногла? Давайте я скажу уже, коль вы заговорили. Первое уголовное дело против патентов возбудил именно Стояногла. Он прокурор в Гагаузии. Давайте я скажу. Добро и там Жанжи было, а Добро взял и выехал с Гагаузии. Это какой год? Это был 97-й, когда мы над патентами работали. И уголовное дело, Калошин был у него один такой, значит, все время на допрос у нас за то, что налоговые, за то, что мы патенты, вот я скажу всем, впервые мы выдали зарплату в Молдове после Кишинева. Мы первым погасили долги. Долги по 4 месяца, они вспомнили, учителя сидели без зарплаты. Значит, мы выдаем зарплату, а Стояногла возбуждает уголовное. Как я могу думать о них?